Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы продолжаем наш проект «Редколлегию». Мы встречаемся второй раз. Здесь мы обсуждаем такие, скажем так, наболевшие темы, которые нашим коллегам, журналистам показались интересными и что их именно необходимо обсудить. Сегодня у нас в студии Владимир Степанов, генеральный директор медиагруппы «Сетим», обозреватель газеты «КЫМ», Анна Лебединская, журналист АИФ, сайта АИФ Якутия, Николай Борисов, спецкорреспондент ЕСЯ, и Анастасия Филиппова, корреспондент ЕСЯ. Итак, сегодняшнюю тему, которую мы выбрали, которую будем обсуждать, это фейки. Фейки вообще штука актуальная, она у нас давно. Вот, много психологических аспектов, много политических аспектов. Очень часто, я думаю, ни для кого не секрет, что фейки у нас распространяются с большей силой, начали тогда, когда появились мессенджеры. Ни для кого не секрет, что это вот по WhatsApp у нас очень много фейков идет. Практически разные, как и политические, так и просто, видимо, кому-то интересно это делать. И то, как они на нас влияют, то, что с ними делать и как людям с ними бороться, и каким образом проверять информацию, об этом мы сегодня здесь поговорим. Для затравочки хотел бы немножко рассказать один случай, когда мой очень близкий человек, моя мама, написала в свое время мне по WhatsApp, говорит: а правда ли, что вот огонь подбирать Якутск, это было в прошлом году? Я говорю: как? Говорю, в смысле? Говорит, тут пишут, что все, скоро эвакуация. Я говорю, а где пишут? В WhatsApp пишут. Я говорю, как-то мне даже стало как-то очень, очень печально, что я, в общем, подписал ее на телеграм-группы ЕСЯ, на WhatsApp ЕСЯ, и говорю, вот здесь смотри, а на самом деле это либо был сломанный телефон, либо специально была сделана какая-то провокация, да, чтобы людей побудоражить. Но влияет на людей, и почему-то мне так кажется, что люди старшего поколения, которые были в свое время комсомольцами, да, и верили только четкой правде, со временем что-то происходит, люди начинают верить тому, сему, или, может быть, хотят верить. Это же в первую очередь эмоциональная составляющая, то есть на самом деле, когда есть какой-то определенный фон, то, как мне кажется, да, люди склонны в это все верить, который откликается и нагнетается эта вся обстановка, да, и какая-то определенная эмоциональная. И заходит какой-то очередной вброс, скажем так, да, и он в эту почву очень хорошо падает. То есть снимают видео, фотографии, и на видео выглядит это, как будто огонь прям полыхает. Я помню этот момент, я тоже общалась с начальниками участка. И в том случае мы просто оперативно и грамотно подали то, что нет, действительно пожар есть по факту. Мы не говорили то, что нет, никакого возгорания нет. Люди видят, он есть, просто мы дали четкую информацию. Работа ведется, никакой угрозы нет населенным пунктам. Человек больше верит плохому, то есть когда подается, все плохо, все разрушается, все. Почему не доверяют, почему пропадает это доверие к действительно, тем СМИ, которые дают правдивую информацию? Где тут это? Такой прикол, что мы опаздываем, да? И скажем честно, откровенно, почему? Потому что мы ждем именно проверенную и достоверную информацию от тех людей, которые могут ее дать. Те же начальники МЧС, там нужно сводки взять, там это все, то есть опять же перепроверить. А WhatsApp написал и скинул, и собственно все. Проверка. Да, если только написал WhatsApp, скинул, если плохое, да, то это уже по всей республике, даже вплоть до Москвы доходит. Но это почему? Из-за того, что последние 30 лет, когда у нас телевидение, радио, центральная пресса только зацикливает свое внимание на чем-то, что плохое, да? Как англичане, там они показывают breaking news, да? Первое это пожары или что-нибудь так, катаклизмы. И такой эмоциональный фон у наших людей, как на крови. Если вдруг напишут, что тут где-то даже зимой пожар случился, да, кто-нибудь еще посмотрит, дополнительно что-нибудь напишет и скинет, это уже пойдет гулять и создаст новый эмоциональный фон. Да, вот ничего себе, у нас тайга, оказывается, еще зимой горит. Это будет правдоподобная новость. Кстати, фейки сейчас, они же очень аккуратно делают, то есть они крайне правдоподобны. Позапрошлый фейк, там как раз была цитата даже. Мне кажется, это департамент ветеринарии, они ссылались на департамент ветеринарии, там какой-то был определенный повод,
очень-очень грамотно. Они фактически, как обычно, наши вот эти вот пресс-релизы, да, вот этот сухой, мрачный чиновничий язык, какие-то вот эти все специальные обороты, они даже вот это начали использовать, чтобы создать какой-то определенный эмоциональный фон. Или опять же, используют, казалось бы, позитивный эмоциональный фон. Вот вчера мы писали, Настя помнит этот фейк про Туймаду нефть, да? То, что там типа скидка на 75%, там что-то такое, да? А на самом деле это фейк. То есть зачем это делается тоже там, ну, наверное, какие-то, может быть, подковерные игры каких-то там компаний. Я не могу сказать, что это какой-то там, чтобы нагнетать какую-то Ну, обстановку. тут еще, скорее Недобросовестная всего, конкуренция. конкуренция, да, Да, тоже да. играет большую роль. Ну, вообще, вот фейки делятся на две категории, можно сказать. Те, которые просто ради прикола делают, да, вот скажем, им просто, ну, им приятно, что их вот фейк разошелся там, скажем, что интернета не будет, ну, что-нибудь такое, да. А есть вот фейки, которые делаются для чего-то, да, то есть вот для конкурентной борьбы. Мы очень вот четко фиксировали, когда во время вот катаклизмов природных, там, пожаров, там, паводков, да, очень четко обостряется там какая-то оппозиция, да, которая начинает фейковать против действующей власти, и потом в итоге на этом какие-то свои дивиденды Политические дивиденды. получать. И то же самое у нас вот сейчас и с специальной военной операцией. Ну, специальная Просто куча военная фейков. операция, это же вообще отдельный вопрос. Мы же все знаем, что там, скажем так, на Украине работает специальный психологические операции, так называемые. Центр пресловутые. специальной психологической Да, операции. даже с 2014 года, если можно провести какую-то кривизну, да, там диаграмму какую-то провести по поводу заминирования школ, это идет же постоянно. То есть тут явно какое-то вот нагнетание, опять же, обстановки идет. Возникает еще вопрос, почему люди все-таки ведутся на фейки? Эмоции. Я вот могу на эту тему сказать такое подозрение, да, вот люди же любят криминальные новости. Почему? На самом деле сам организм человека говорит, нужно защититься, нужно быть готовым к этому, да. То есть вот кто-то кого-то там, не знаю, порезал, ударил, там нужно, как тот человек себя повел, да. А фейки, если они связаны с безопасностью человека, они сразу автоматически смотрят. То есть там Да, вот был фейк, там столько-то 60 там призванных бойцов, добровольцев там погибли, там что-то еще, там, о, там, блин, может быть, мои знакомые быть, там, так далее. Вот люди, они, сам организм человека построен так, чтобы обезопасить себя. Поэтому плохую информацию он в первую очередь считывает для того, чтобы понять, как поступить так, чтобы не попасть в такую ситуацию. И поэтому вот фейки, которые связаны с трагедиями, с чем-то еще, там, люди в первую очередь с пожарами там, и так далее. Да. Вот, и это, скорее всего, там, вот, на чувстве самозащиты, самосохранения человека играют фейки, но в последнее время они у нас связаны еще и с пропагандой. О, это Вот, мы вот все помним, да, вот совсем недавно, когда вот тема Асохаев, там, так далее, да, да, просто тех людей, которые, в принципе, как-то так и думают, да, но ими манипулируют в своих чисто политических целях. Вот есть же люди, там, которым нравится мороженое, да, там, кому-то нравится что-то еще. Вот на их людях тоже может манипулировать. Можно манипулировать людей, которые любят собак, там, не знаю, да. Только нужно это грамотно делать. И фейки, они становятся, ну, уже элементом политической борьбы, пропаганды. Обычно одну новость создает один журналист и выдает ее один. А над фейками работает обычно команда. И при этом это очень грамотная, профессиональная команда, которая выдает эту новость. Ну, знаете, даже журналист, прочитав, может подумать, серьезно, что ли? Да. И не подумать, то, что это неправда. Ну Вот тут очень опять же у много нас таких такая моментов. реальность, что иногда вот как наша любимая панорама, да, это, блин, а может быть и так, да. Но, знаете, тут всегда должен главный фактор сработать — сомнение. Да, Журналист да. всегда должен сомневаться. Поэтому, когда вот, да. Ну смотри, ну это журналист должен сомневаться, а вот простой обыватель, когда открывает, смотрит, вот У него на- на это времени нет совершенно. Он Да. прочитает, он Ну, не ладно, пойдет ладно смотреть прочитает, другие ладно источники. прочитает, ты можешь потом, допустим, перечитать, но когда, например, это видео выходит в Ютубе, да, вот эти, особенно короткие сейчас стали популярные видео, у меня даже муж несколько раз натыкался на такое, смотрит, а потом мне сам подходит и показывает, говорит, смотри, это же кадры из компьютерной игры. То есть вот вырезали, вставили там какие-то боевые действия, там что-то сражение, и это выдается как это вот за правду. А просто что есть такой фактор, что люди, например, это где-то видели или смотрели фильм, из которого вырезали эти кадры и подставили. Вот. И потом попадается. Вот, то есть тут-то как вот с видео быть? Человек же больше визуализатор, как бы вот. Кому там нужна какая-то там деревня, да, в Якутии, а на самом деле нужна, и
И это нужно учитывать, опять же, такие вот современные Но цифровые они реалии. причем же еще смотрят и находят вот именно Точечно болевые работают, да. точки, которые вот под каждый регион, по-моему, подбирается по-особенному. То есть вот здесь, в Якутии мы этот вопрос докрутим, там в Татарстане мы другой вопрос докрутим, там где-нибудь в Калмыкии мы еще там что-то. Вот. И как бы точно, то есть эти люди, они мониторят, сидят точно так же, наши сайты, например, да, все вот это наше информационное поле, и пытаются давить на больное. Фейки, их, наверное, еще можно подразделять на политические, экономические и какие-то вот социальные, вот, готовят к каким-то взрывам, да? Ну, экономические. Ну, возьмем до специальной операции. Было очень много вот предложений, на пенсионеров выходили, чтобы какие-то вот обещали очень большие барыши и тому прочее. Люди водились, платили Да, какие-то большие мошенники деньги. наши, да. Там потом раз, я смотрю, там Бердянский, да, нашли штаб-квартиру. Это был специальный центр, сидели много людей, которые колл-центр. Звонили, оказывается, в Россию и эти деньги вытягивали. Все, после этого вроде, я специально заметил таких фейков, да, вот, которые вот наши водились на эти, чтобы деньги свои отдавать. После этого как-то приостановилось. Сами прекрасно понимаем, как можно манипулировать, да, словом, Да. да, там, например, там, светлый человек там, или белобрысый ты написал, да, это абсолютно две разные эмоциональные составляющие. Давайте защитим нашу профессию, да, именно журналистику, именно то, что, чем мы занимаемся, да, как бы проверяем информацию в том плане, что когда вот, ну, я даже сам заметил, сейчас вот, например, по рассылке в WhatsApp у меня в группе, да, в соседях, а если я об этом писала, они такие, нет, нифига, ну, тогда, скорее всего, фейк. Как людям противостоять, как им понимать, что это все-таки, как им распознавать? Ну, вырабатывать иммунитет. Должно быть какое-то критическое мышление, наверное, все-таки, какой-то анализ все равно проводить. Нельзя слепо верить так всему. Ну, или нам больше антифейков делать. Ну и стараться, да, как бы и нам тоже, как А тут еще журналистам. смотри, Аня, в последнее время борьба с фейками у нас идет достаточно эффективно, потому что у нас вот на ИСЯ, например, есть постоянно рубрика «Антифейк». Вот все возможные мессенджеры, соцсети мы пытаемся охватить, через которые вот информационный сброс обычно и идет. То есть мы охватываем ту территорию, где сидят, ну так скажем, недобросовестные информаторы. Вот помните, когда в начале пандемии, да, там что-то про вертолеты, там закрыть форточку, Помнишь, какие-то лучи, помнишь, какие-то... помнишь, Так чипирование люди в это было, верят. да, Я это сам лично абсурд. видел человека, стоит, это было в Татарстане. Пришел человек зрелый, там, лет 40 с чем-то, летит самолет, у него инверсионный след самолета, да? Он стоит, снимает, и говорит, вот смотрите, что делают, смотрите, вот что распрыскивают. Здоровый вроде человек. И, блин, и не понимать вот просто физику, или в школе плохо учили, что такое инверсионный след. Ну вот Это с чем вообще- это, вот с чем это связано, да, то есть человек, как бы это что, это недоверие к власти, это отсутствие, Ну, это, скорее всего, отсутствие технологии- опыта, отсутствие технологии образования. новые, да, и Ну, многие как не самолеты, понимают. технологии Вот новые. технологии. Ну, например, вот G5, да, до сих пор очень многие считают, что это G5, это специальное вот сделали для сокращения населения. О, Господи. Ну, это мы иногда сталкиваемся с такой прям откровенной чушью, что ее даже никто прокомментировать, просто чушь Тут говорят. нужно учиться у Лаврова, он иногда умеет опровергнуть бред. Чему верить, да? Верить надо тем средствам массовой информации, которые зарегистрированы в Роскомнадзоре. Они отвечают за каждое свое Уголовно слово, написано, да? И поэтому вот даже в интернете зарегистрированное агентство имеет Ссылку. сертификат. Да. Газеты они все имеют. Телевидение, радио официально они имеют. Так что вот WhatsApp не смотрите, читайте газеты, смотрите телевизор. Ну, Владимир Можно так Николаевич, далеко не все же будут там заходить на сайт и разбираться, проверить, да. имеет, А да, там этот сайт лицензию или нет. Нет, быстренько опустился вниз, там обязательно. А вот еще вот такие фейки делаются как раз-таки на элементе, там, скажем так, разрушенных ожиданий. Вот людям говорят, вы там, пенсионеры, получите там, скажем, столько-то, столько-то бесплатно, это новый закон Путина, да? Люди уже ожидают, а потом бах, это там, Министерство труда опровергает это. И люди сразу, настроение падает, и все, у них сразу отношение к власти меняется. Как говорится, как в том анекдоте, да, вилки-то нашлись, но осадок остался, да? Да. Вечером где-то около 5 часов
Анатолий Игнатьевич Чемчоев написал мне вот обращение свое тому якуту, который в Америке сжег российский паспорт. Ну, было же, помните, Да, да? да, Да, был. И вот он написал, что он думает про это, да, и как с 91 года в Украине это бандеровщина как сильно начала вот развиваться, да. И буквально через 2-3 часа смотрим наш сайт, ну, Якутия 24, залезли, там все раскурочили, взяли вот это, как его, свой материал поставили, а там... Взломали сайт. Да, взломали. Стоят вот пленные, чьи неизвестно, и говорят, типа, мама, спаси меня. Это, ну, пришлось это все это вычистить, и, ну, действительно, я вообще не думал, что так могут люди глубоко залезть до нашей жизни. Мы находимся вроде бы далеко, а они оказываются рядом. Когда у нас, скажем так, где-то происходят там определенные победы там на фронте и так далее, да, там прям вот четко фиксируем усиление влияния и усиление попыток вот этих вот центров и каким-то образом деморализовать. И вот в телеграм-каналах, там, которые у нас есть, в комментариях, сразу прям выходят ссылки на их паблики. Вроде бы там буква Z, вроде бы там она на таком-то сделала фоне. Заходишь, а там чисто пропаганда вот их. Там то, все, 5-е, 10-е, там мы обстреливаем сами себя и так далее, и так далее. Вот, и это прям что-то это фиксируется четко, и понятно, что мы сейчас находимся вот на фронте. Практически все журналисты, они находятся на передовой, информационной передовой, и каждый день мы воюем, и от того, как мы работаем, это все зависит, скажем так, то, насколько люди будут доверять или не доверять фейкам. Ну, тут еще, смотрите, есть фактор того, что, чтобы не допустить, минимизировать ущерб от фейков, нужно напрямую как-то власти, скорее всего, стать более открытой, то есть напрямую работать с журналистами и на упреждение, что немаловажно. Разгонялся же фейк, когда только началась частичная мобилизация, что вот из Якутии будут Да, призваны да, да. более 3000 человек. И никто, ни одно ведомство, которое могло бы, в принципе, дать действительно достоверную информацию, оно в итоге так и не выдало официальные цифры. И это тоже же подрывает по факту Мы доверие. понимаем, для чего это, почему эти фейки существуют, чтобы навеять панику, дестабилизировать общество, подорвать какие-то отношения между властью и обществом. Но тут все-таки вот еще раз повторюсь, упреждение должно быть, скорее всего, Здесь информацией. вот по тому фейку, да, это было специально сделано, и, скажем так, базис того фейка, он был просчитан. Почему? Потому что есть определенные элементы там, где, скажем, вмешивается гостайна. То есть, грубо говоря, если каждый регион будет говорить, сколько у них задача призвать, да, там просто посчитают, ага, там этих столько-то, можно на них так, психологически так можно действовать. Да? Поэтому им приходится, это, можно сказать, военная тайна в буквальном смысле. Поэтому об этом не говорят. И, конечно же, вот на этой вот благодатной почве они начали там 5500, 6500 там, и так далее, там, всякие фантазии вырабатывать. И вроде бы ответить нельзя. Да? Но что-то сказать надо. Да? И вот то же самое вот с мобилизованными. Вот наши корреспонденты отрабатывают, приезжают в Хабаровский край, да все у них нормально. И питание, и никто никуда не уехал, они проходят военное слаживание, да, и питание у них нормальное, 3 комплекта получили, говорят, да, говорит, нам вообще не надо, говорят, ну нам, наверное, вот в этом плане, наверное, нужно вот прям ехать туда и показывать, как там быт, как там служба и так далее, и так далее. У нас должны появиться вот журналисты, которые вот будут делать свое имя, да, честное, и тогда по которым люди будут ориентироваться и верить их словам. Вот в этом отношении думаю, что надо работать. Вот, кстати, да, Владимир Николаевич прав в том плане, что сейчас люди, как бы, работая в интернете, да, работая на сайтах, читатель их не видит по факту. То есть он не понимает, если телевидению доверяют в том плане, что ты видишь этого корреспондента визуально, ты понимаешь, и ты можешь его встретить в городе, да, поскольку город маленький, ты его здесь видишь, то в интернете этого нету. И читая, ну, кто такой Николай Борисов? Ну, допустим, тебя все знают, да? Но там Вася Иванов, который там недавно устроился, ему не будут доверять, потому что они его не видят, они его не знают.
И вот мне кажется, в этом плане журналистам тоже надо Ну, выступать открыто, не прятаться там. Вот ты транслятор, то есть ты пошел, взял у кого-то комментарий, но чтобы люди поверили, что ты реально взял этот комментарий, они должны тебе доверять, то есть знать, кто ты Собственно, да. такой. Это Кто ты верно, такой, это и верно. что у тебя есть имя, есть деловая репутация. Потому что для журналиста, мне кажется, деловая репутация, она вообще крайне важна, чтобы люди доверяли тебе, слушали и читали тебя. Потому что у меня у самой была ситуация, когда меня пытались обвинить в распространении фейка 2 года назад, глава администрации одного из наших районов. Он прямо мне позвонил и отчитал меня за то, что я якобы распространяю фейк, хотя у меня был прямой, скажем так, доступ, прямой источник. Мой родственник находился в той ситуации, о которой я писала, и меня обвиняли в распространении фейка. Причем вышло на следующий день прямо на сайте администрации, что вот в социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что вот такая-то женщина там пишет, что вот то-то, то-то и то-то. Но я на его все обвинения я ответила так, что у меня есть деловая репутация, и я непроверенную информацию я публиковать не буду, я в первую очередь себя подставляю. Поэтому я говорю, вот, что люди, которые работают на телевидении, они как бы еще больше на них ответственности, да, а в интернете они как бы, ну, написал, кто тебя там видит, кто тебя знает. Часто же псевдонимы используют в интернете. Ну, это вообще классическая штука, псевдонимы. И в газетах всегда были псевдонимы. Но сейчас время такое, нужно показывать свое лицо. Мне кажется, элемент доверия должен быть, а элемент доверия, он на профессионализме складывается. Мы видим же, что вот на федеральных каналах, там, федеральных радиоканалах, да, там же прямой эфир, и люди высказываются и говорят, но у них есть профессионализм, уровень доверия, да, они говорят так, что их даже цензурировать не надо. Они просто понимают, но в то же время их компетенция дает им возможность об этом говорить. И критика, она тоже должна быть, потому что даже в советское время в газетах со столетней историей была критика, были специальные разделы, где там людей там, заколачивали грубым словом, да, глаголом и так далее. Ну, она нужна. Вот. Но это все говорим к чему? К тому, что вот через это будет появляться доверие к средствам массовой информации, и тогда люди не будут доверять там, всяким WhatsApp и так далее. Но в принципе, я вот смотрю, что люди уже потихоньку, у них появляется иммунитет от WhatsApp. Уже даже люди вот смотрят, если там года 4 назад там вообще оголтело это было, да, то сейчас уже так, по крайней мере, там пишут знакомые, пишут родственники, а правда, да, или неправда. Буквально на днях вышла в Телеграме появилась новость, закрыли воздушные подушки. Ну как их закроют? Нет, паромные переправы закрыли до Нижнего Бестяха. Как их закроют, если у нас благоприятная погода? Мы позвонили, быстренько уточнили и у директоров паромов Якутии, и у Минтранса, то, что действительно это не так, выдали быстренько, и там сроки уточнены даже вышли. Вот кто такую абсурдную информацию, зачем это делает, вот непонятно просто. Ну вот на днях тоже вообще была изумительная якобы новость, да, в WhatsApp о том, что закрывают интернет. Вот завтра закрывают интернет. Ну как такое можно комментировать? Ну тут опять, наверное, на слухах. И опять же, когда произошел сбой WhatsApp, опять же эмоциональный фон, все разговоры про закрытие Ютуба, это все накладывается. Естественно, в такой вброс он... Ну, в WhatsApp еще удобно, когда фейки, вот если даже аудиосообщение распространяется, они вот, когда часто пересылаешь, там оно прям уже показывает, там 2 стрелочки, часто пересылаем. И тут уже возникает вопрос, кто это сказал, откуда это сообщение тебе пришло. Одно дело, когда родственник тебе сразу наговорил, там, или друг, знакомый, да, просто вот сразу записал. А другое дело, когда вот с этими приходят, и тоже часто присылали мне сообщение, что там было там, что вот такие-то лекарства не покупайте, там в них обнаружено там что-то, не давайте это детям, там где-то там скончалось там 12-15 детей от этих лекарств. А ты читаешь список и понимаешь, что все эти лекарства ты используешь в повседневной жизни, потому что, ну, например, дети часто болеют, особенно маленькие, и этими лекарствами ты вылечил своего ребенка. И как ты можешь, вот, то есть вот эту информацию даже вот так вот пытаются распространять. Есть в Якутске, да, такая поговорка, да? Весна покажет, кто куда ходил, и, в принципе, тут уже скрывать нечего. Да. Я предлагаю подытожить, у кого есть мнение. Ну, журналисты должны, да, работать против фейков, развеивать их и на основании своего авторитета привлекать население
сплочению и консолидации общества. Ну, можно так, наверное, коротко. Самые верные слова, не добавить, не прибавить. Да, тут, наверное, Да. добавить нечего. Единственное, хотелось бы пожелать зрителям смотреть, сомневаться в тех сообщениях, которые есть, всегда обращаться к официальной информации и понимать, что, как у классика, если звезды загораются, то это кому-то нужно. Если появляются фейки, такие вбросы, они тоже кому-то нужны. Не нужно идти у них на поводу и использоваться в темную. Ну, на этом, дорогие коллеги, мы завершаем наше очередное заседание редколлегии. Всем спасибо. Будем дальше слушать, узнавать, что у нас происходит, и обязательно это обсудим. Спасибо. Надо. Спасибо. Спасибо.